Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале рассказал о реализации нацпроектов «Культура и здравоохранение». На сегодняшний день заключено 10 госконтрактов из 14 запланированных на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Среди них 6 школ по капитальному ремонту, дом культуры в сельском поселении Джейрах, детский сад на 120 мест в сельском поселении Южное, очистные сооружения в Сунже и модернизация Альтиевского водозабора. На стадии проведения электронных аукционов и конкурсов находятся еще 4 объекта и 24 квартиры для детей-сирот. Речь идет о строительстве здания для Государственной филармонии и районной больницы на 300 коек в Назране, а также поликлиники в сельском поселении Алиюр. Рассматривается капитальный ремонт Дома культуры в Верхних Ачулуках и Центра театра, кино и креативных индустрий в Магасе. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту страны Владимиру Путину о развитии программы «Профессионалитет». В системе среднего профессионального образования России действуют 3190 колледжей и техникумов. За последние 3 года стимул к их развитию дал проект «Профессионалитет». Более 900 колледжей уже стали его участниками. Из них 220 полностью оснащены современным оборудованием, а к 1 сентября их станет 370. Задача профессионалитета – переход на отраслевой принцип подготовки специалистов, согласно запросам работодателей и прогнозу рынка труда. Это вошло в основу одноименного федерального проекта, который уже охватывает 79 регионов. К 2026 году в него войдут все регионы страны. За последние 4 года в России запущено 30 новых фармацевтических производств. Внутри страны выпускается более 80% жизненно важных лекарств. Это не только аналоги иностранных препаратов, но и инновационные лекарства. За последний год в России зарегистрировано более 500 препаратов и открыто 8 новых фармацевтических предприятий. Сейчас в России завершаются исследования первого в мире препарата против болезни Бехтерева. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом рассказала о разработке стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года. Голикова перечислила мероприятия и меры, которые помогут молодым людям развиваться в самых разных направлениях. В 2023 году реализовано более 2000 мероприятий, в которых приняло участие более 10 миллионов молодых людей. Действует сеть молодежных центров, 257 региональных и 1786 муниципальных. Они обеспечивают вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. Вице-премьер отдельно остановилась на вопросе формирования нового нацпроекта «Молодежь и дети». Он будет основным механизмом реализации стратегии. В него войдут все ключевые меры поддержки молодых людей. Продолжатся мероприятия по развитию современной инфраструктуры, а также по выявлению талантливых детей и молодежи. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта формирования комфортной городской среды в текущем году в Ингушетии благоустроят 20 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. С 2017 года в республике благоустроено 240 общественных пространств. Контракты уже заключили в администрациях Малгобека и Джейрахского района. В настоящее время на торги вышли остальные муниципалитеты. В списке еще 15 контрактов. В их числе Магас, Карабулак, Назрань, Сунжа, Сунжинский, Назрановский и Малгобекский районы. В 4-й раз в республике пройдет конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, инициированный главой региона. Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале отметил, что это отличная мотивация для наших жителей взяться за собственные подворья. Цифры говорят сами за себя. Количество желающих сделать свои огороды образцовыми и побороться за призовое место с каждым годом растет. В 2021 году участие в конкурсе приняли 192 человека, в 2022 около 230, в прошлом году уже около 450 жителей республики. Видя интерес к конкурсу, в минувшем году глава принял решение увеличить призовой фонд до 3 миллионов рублей, добавив еще 10 призовых мест. В прошлом году также состоялся фестиваль цветов. Конкурс для тех, кто имеет цветники, палисадники, дворовые клумбы с красивым и оригинальным оформлением. Цветочное соревнование пройдет и в этом году. Предпенсионеры в 2024 году могут воспользоваться целым рядом льгот. В этом году в России предпенсионерами станут мужчины, родившиеся в 1964 году, и женщины, родившиеся в 1969 году. Предпенсионеры могут получить справку о вступлении в предпенсионный возраст в Социальном фонде России. Она поможет получить на работе 2 оплачиваемых выходных дня ежегодно для диспансеризации с сохранением заработка. Кроме того, предпенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида.
вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Также им полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных 6 соток. Граждан предпенсионного возраста запрещено увольнять, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании, а безработным полагается повышенное пособие. Первые 3 месяца им должны выплачивать 75% от среднего заработка, следующие 4 месяца 60%, затем 45%. Минпросвещение и Роспотребнадзор выпустили обновленный проект расписания единого государственного экзамена на 2024 год, который теперь предусматривает возможность для школьников пересдать один предмет до конца приемной кампании. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут 23 мая по географии, литературе и химии, 28 мая по русскому языку, 31 мая по математике базового и профильного уровней, 4 июня по обществознанию и физике, 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам и 11 июня по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.